Со старейшими традициями в новое здание. Сегодня в Визинге официально открыли школу на 501 место. Двухсменный режим обучения в районе остался в прошлом. А у учеников появилось еще больше возможностей для гармоничного развития и получения новых знаний. Ксения Лосева оценила условия, в которых теперь будут расти будущие гении. Учитель технологии Илья Розин готовится провести свой первый урок в новом здании Визингской школы. Применить знания на практике ребята смогут уже сегодня. Теперь в кабинете для этого есть все необходимое. На современном оборудовании можно работать с разными материалами, осваивать столярное дело и даже осуществлять 3D-печать. С помощью специальной программы дети создают модель или объемную модель, скачивают этот файл на флешку, подключают к этому станку, делают кое-какие настройки, и потом вот этот станок с помощью перемещения вот этой головки уже начинает выполнять те или иные функции. До переезда в новую школу многие вещи на уроках приходилось объяснять на пальцах, делится педагог. А потому теперь занятия точно станут интереснее и продуктивнее. Позитивный настрой коллеги разделяет и учитель физкультуры Кирилл Шилов. В распоряжении спортсменов отныне сразу 3 полностью оборудованных зала. 2 для командных игр и 1 тренажерный с дорожками, эллипсами, штангами и брусьями. В старой школе у нас был один спортивный зал, где занимались ребята в 2 смены, то есть он был занят с утра до вечера практически. Спортивный зал был маленький, размерами 9 на 18. Школа в Визинге – одна из старейших в Коми. В этом году ей исполнится 170 лет. В разные периоды образовательное учреждение располагалось в разных корпусах. Некоторые из них со временем пришли в ветхое состояние, а потому вопрос переезда в новое здание стоял уже давно. Школа в Визинге, она ожидаема не 1 год и не 2, а несколько десятилетий. Потому что до этого момента дети учились в разных корпусах, и они были и деревянные в том числе. Это большой праздник для всего Сысольского района и для Визинги, поскольку дети пошли в новую, прекрасно оборудованную, современную и безопасную школу. Новое здание на 501 место решило еще один очень важный вопрос. До сегодняшнего дня многим учащимся школы приходилось учиться во 2-ю смену. С 1 апреля проблему решили полностью. В новое здание переехали учащиеся 5-11 классов. Бывший корпус старшеклассников осваивает начальное звено. Для нас, для жителей Сысольского района, это очень важное событие. Сегодня решается основная проблема района – это ликвидация двухсменного режима обучения. Ну и, конечно же, сегодня можно сказать, что не каждая сельская школа может похвастаться таким набором кабинетов, таким набором оборудования, которое присутствует именно в нашей новой школе. На сегодняшний день школа обеспечена полностью всеми кабинетами, которые возможны для организации образовательного процесса. Есть 3 спортивных зала, есть столовая. Наконец-то у нас появилось место, где мы можем проводить все праздники. Это достаточно большой актовый зал. Раньше мы все это арендовали. Наконец-то появились мастерские у мальчиков и девочек. Новый объект построили в рамках регионального проекта «Современная школа». Для этого из федерального, республиканского и местного бюджетов выделили 546 миллионов рублей. В торжественной церемонии открытия принял участие глава Коми Владимир Уйба. Руководитель региона сравнил просторную и светлую школу с большим взрослым миром. А также подчеркнул, что важно, чтобы у всех детей в республике была возможность учиться в комфортных и современных условиях. Конечно, стараемся максимально, как можно быстрее создать для тех ребятишек, которые учатся сегодня у нас и в других муниципалитетах, в школах маленьких, деревянных, а зачастую, как я сказал, приспособленных, конечно, стараемся как можно быстрее им точно так же дать возможность открывать мир в очень хороших современных школах. В этом году работу по этому направлению продолжат. Так, например, в 2021-м новую школу на 400 мест планируют открыть в Помоздино. Новые здания не только делают процесс обучения более комфортным, но и, что важно, прививают у ребенка любовь к познанию. А еще показывают, что школа – это больше не про старые парты и неинтересное оборудование, а про открытие и увлекательные путешествия в мир науки. Ксения Лосева, Дмитрий Ведерников, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сысольский район.